Селям алейкум, привіт усім, хто дивиться телеканал АТР. У нас в АТРі програма «Бугунь». Сьогодні її веду я, Айдер Муждабаєв. Я дуже радий, що сьогодні у нас в гостях людина, яку я добре давно знаю, яка не є українцем, але яка дуже проукраїнська і зараз знаходиться в Києві, допомагає нашій армії, не дивлячись на те, що є громадянином Російської так званої Федерації, але давно там уже не живе. Приїхав з Лондону до нас після початку повномасштабного вторгнення. І, може бути, ви вже знаєте цю людину. Це Андрій Сидельников, людина, яка заснувала в Лондоні рух такий «Говорите громче», я перейду трофейну мову, и боролась там с русским присутствием, с русским олигархатом, с русским влиянием в Лондоне, которое было колоссальное. Ну а теперь, когда у нас такая война, Андрей с нами в Киеве, и чем он сейчас занимается, вот прямо сейчас он нам и расскажет, понятно, на что это все направлено, и про что все наши программы, и наши эти большие интервью. Привет, Андрей. Приветствую, Айдер. Добрый день, зрители. Алло, ты слышишь меня? Я слышу прекрасно. Да, ну тогда говори, я же тебе слово дал. Вот. Так, приветствую, Айдер. Приветствую всех зрителей. Так, давай сначала начнем. Так не пойдет. Так. Хорошо. Значит, хорошо. У меня, ты слушай. у меня написано, у меня картинка идет, как бы, ты загорожен, написано, эта конференция записывается организатором или участником. Вот, Ну, как правильно, бы, вот, да. все, она не уходит. Она обычно... Ну, запись Так она идет, должна у меня на уйти, экране по написано, идее, запись как-то. идет. Все, ну у тебя правда нормальный Всё, интернет? хорошо. Что-то подквакивает. Нормальный интернет? Ты видишь меня? Все нормально? Я вот вижу тебя тебя, не но у очень, меня честно загорожена говоря. картинка. Ал- У меня интернет, сейчас давай я проверю еще раз, но у меня было все. Все нормально, Сейчас, ладно. секунду. Дай бог, что все хорошо. Все, я начинаю снова. Давай. Так, начинаю снова. Мгм. Селям алейкум, вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, які нас дивляться як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України, а також у різних країнах світу. Це програма «Бугунь». Сьогодні її веду я, Айдер Муждабаєв, і сьогодні у нас в гостях засновник руху «Говорите громче» з Лондона, а зараз приїхав Андрій до Києва. Андрій Сидельников, прошу, селям алейкум. Приветствую, Айдер, приветствую всех зрителей. Ну, я напомню, кто не знает, я перейду на трофейную мову, что Андрей Сидельников, сын легендарного советского хоккейного вратаря, который когда-то был вратарем сборной Советского еще Союза, да, вот, но он давно уже, Андрей, эмигрировал из путинской России много лет назад, долгое время жил в Лондоне, и теперь, после начала полномасштабного вторжения, переехал в Украину, в Киев, чтобы что, Андрей? Расскажи, чем ты занимаешься в Украине, и, ну, да, начнем с этого, а дальше уже поговорим. Ну, на самом деле, я много чем занимаюсь. Одно из направлений моей деятельности на сегодняшний день я помогаю благотворительному фонду «Мамрена Украина», и, в общем-то, помогаем в основном. Помощь идет для освобожденных территорий, жителей этих территорий. Привозим гуманитарную помощь, лекарства, там, продукты в основном. Вот буквально 2 недели назад мы были на линии фронта между Харьковской и Луганской областью, которые только что освобождены были, значит, от этой фашистской орды. Ну а так вообще, в принципе, помогаю всем, чем могу, делаю все возможное для победы Украины над этой фашистской ордой. Но твоя позиция резко отличается. Вот, да, интересно, да, что многие так называемые или там считающие себя русскими оппозиционерами, они рванули в последние годы и месяцы в основном рванули, значит, за разные западные страны. Никто ни ногой в Украину, никто про Украину практически ни слова не говорит. Даже когда они произносят слово «война», они не говорят, против кого война. Ну, многие, по крайней мере, так, да, как Пугачева, например, Галкин, которым многие восторгаются, они даже слово «Украина» не выучили пока еще. Трудновато произносится. Вот. А в это же самое время ты, который давно прожил в Лондоне,
имел там какую-то устоявшуюся жизнь и обустроился, все-таки в эмиграции тяжело, и ты снова поменял страну, переехал в Украину. Как ты себя здесь чувствуешь, будучи все-таки гражданином Российской Федерации? Ты на фронт ездил, с людьми общался. В чем ты видишь свою основную миссию и вот в плане помощи, да, и в плане медийной такой поддержки политической? Ну, у меня, например, не было никаких сомнений, что я должен быть в эти дни, в эти месяцы в Украине и, опять-таки, сделать все возможное, что от меня зависит, чтобы каким-то образом хоть как-то помочь. Что же касается там моих там коллег или бывших коллег по флангу, по оппозиции, ну, опять-таки, это выбор каждого, и мы видим, кто чего стоит. Все эти вот 8 месяцев войны прекрасно все украинцы наблюдают за тем, что происходит, кто как реагирует. И, в общем-то, ну, это на совести каждого. Действительно, в Украине сейчас, наверное, из российских общественно-политических деятелей присутствует Илья Пономарев, ну, который получил украинское гражданство. И, в общем-то, на полном основании помогает и фронту, и победе Украине. Вот. А я, ну, вот я считал просто своим долгом быть именно там, где я должен быть. Поэтому здесь, ну, когда, мне кажется, даже обсуждать это, наверное, нет никакого смысла. Еще раз повторю, каждый решает сам для себя. Да, конечно, мне многие звонят и многие там спрашивают, как ты так под бомбами в Киеве, уехав из уютного там, теплого Лондона, скажем так. Ну вот, но опять-таки я свой выбор сделал, я выбор сделал очень много лет назад, я 15 лет прожил в Великобритании, и, в общем-то, ну, я просто не вижу для себя другого на сегодняшний день какого-то пути, который бы оставил мне, не знаю, там, и моральные какие-то устои, и, в общем-то, ну, как бы совесть моя полностью чиста. Действительно, получается сделать достаточно много, я считаю, из моих маленьких возможностей. Но, опять-таки, это не предел. Мы видим, что война продолжается, и необходимо как можно быстрее сделать все возможное, чтобы украинская армия освободила Украину. Смотри, фронты есть в этой гибридной войне разные. Есть фронт горячий на передовой и армейский фронт, который держит наши сбройные силы. Есть медийный фронт и есть фронт санкционный, санкционно-экономический фронт. Вот ты же в Лондоне, твое движение, вот это «Говорите громче», занималось системно тем, что выявляли сторонников Путина, всяких аффилированных с путинскими товарищами людей, и предлагали правительству Соединенного Королевства, вообще Западу, не только американцам, я знаю, ты ездил в Вашингтон и так далее, вводить против них, против их родственников нормальные, хорошие санкции. Ну и, наверное, и персональные. Ну, ты, по-моему, занимался персональными, вот конкретно, да, выявлением этих людей. Как получается, ты оставил Лондон, и этот фронт немножко заброшен, или ты продолжаешь выявлять там этих людей, не давать им спокойно жить, и во время, когда кровь льется рекой украинская, ходить там, жировать в Бентли и так далее. Как вот с санкционным фронтом обстоят дела? Вот, тем более, что Британия это хороший пример, их там много, и было много. Ну, работа эта продолжается, она не оставлена. Я периодически бываю в Великобритании и встречаюсь с разными политиками, депутатами, ну, вообще людьми, которые имеют отношение к проведению подобных там законов, подобных решений. И, в общем-то, вот сейчас смена правительства Великобритании, и, в общем-то, мы планируем выйти на премьер-министра нового Риши Сунака и, в общем-то, представить ему свое видение того, что должно быть от Великобритании. В первую очередь, естественно, в санкционной политике и помощи Украине. Поэтому в ближайшие дни у меня запланирован ряд встреч. Я бываю действительно там, в разных странах, и вся моя деятельность, находясь за пределами Украины, на сегодняшний день направлена на санкционные вещи, потому что, на мой взгляд, это ну, один из главных вообще вопросов, которые необходимо решить. И Запад пока, к сожалению, введя достаточно большое количество санкций, все-таки тормозит с новыми пакетами, с добавлением новых людей в санкционные списки. И вот это главная задача, мы ее не оставляем. И действительно, очень много делается в этом направлении.
Я вот хочу к спискам и к тем, кого ты хотел и правильно было бы добавить в эти списки, вернуться прямо через один вопрос. А следующий вопрос будет касаться непосредственно нового кабинета, нового премьера. Ты, наверное, лучше наших многих даже аналитиков знаешь, что такое Риши Сунак, или Сунак, правильно, да? И как правильно говорить, да. Кто он такой, какие силы в своей партии он представляет, и чего действительно стоит от него ожидать не просто продолжения политики Джонсона, а, как он говорит, еще большей помощи Украины. Вот расскажи нам про него, нам вот это интересно все. Ну, пока это только заявление, то, что сделал Риши Сунак, он вчера стал премьер-министром после встречи с королем и сформировал кабинет, из которого, в общем-то, ну, достаточно людей осталось на тех местах, которые были при предыдущем премьере Ли Страс, вот. Ну, а также добавились, конечно же, новые люди, новые лица. Сейчас сложно оценить их возможности. И вообще ситуация в Великобритании с экономической точки зрения оставляет желать лучшего. Риши Сунак великолепный экономист. В первую очередь, вот, как политик, он, наверное, все-таки молодой еще. Ну и, в принципе, он по возрасту самый молодой политик за последний, премьер-министр за последние 200 лет, насколько вот я Ого. сумел уже посмотреть значит, его биографию и там, сравнить с биографиями других премьер-министров. Какие шаги будет делать кабинет Риши Сунака в направлении помощи Украине, это мы увидим в ближайшие, наверное, недели. Ну вот, и для этого как раз очень важно будет представить ему видение нашего движения «Говорите громче» о том, что необходимо сделать. Мы говорили об этом и представляли свои наработки предыдущим правительством и общались с депутатами парламента и представителями правительства, их министрами. Вот. Понимание того, что необходимо, у них есть. Дело в том, что, в общем-то, те, наверное, шаги, радикальные и резкие шаги, по большому счету, которые мы предлагаем, возможно, пока еще не готовы, хотя по обсуждению с депутатами парламента, вот буквально там месяц назад я проводил встречи в Лондоне с депутатами и предлагали им законопроект о внесении России ну, список стран-террористов и разорвать дипломатические отношения с Великобританией. Но вот большинство из депутатов, с которыми мне лично удалось встретиться, они поддержали эту идею, пока нет необходимого количества голосов для того, чтобы внести этот законопроект. Его вносить должно в любом случае правительство. И вот все-таки я считаю, что с Россией необходимо разрывать дипломатические отношения и признавать страной спонсором, как минимум спонсором терроризма. Ну вот в этом направлении опять-таки шаги предпринимаются, и уже новый кабинет, посмотрим, как будет реагировать на эти вещи. Вот мы подготавливаем на сегодняшний день такое большое письмо с предложениями. Посмотрим, какая будет реакция, какие шаги опять-таки сделает кабинет. Загадывать сейчас и обнадеживать кого-то, мне кажется, нет смысла никакого, потому что, в общем-то, ну, чтобы просто не быть голословным. Свое видение мы обязательно представим. У нас совершенно четкая, последовательная и жесткая позиция по отношению к пособникам путинского режима, фашистского режима, которые проживают здесь, в Великобритании. У нас в Великобритании десятки тысяч пособников проживает. И, в общем-то, сейчас, кстати, у нас есть один, ну, не знаю, там, как проект в связи с экономическим, действительно, ну, ухудшением экономического положения Великобритании, мы нашли, как нам кажется, выход из того, чтобы не на плечи налогоплательщиков Великобритании ложилась основная доля помощи для украинцев. Эти деньги можно найти и взять вот у этих пособников, арестовать их имущество и передать эти деньги просто на восстановление Украины и передать в первую очередь на вооружение на сегодняшний день, что необходимо для фронта, для армии Украины. Поэтому посмотрим, как будут реагировать политики на эти предложения. Но выход, во всяком случае, для нас он очевиден. Если нет денег в казне, а помогать необходимо, значит, эти деньги нужно просто отобрать у вот этой русской швали, которая наполнила просто Лондон за все эти там последние там, десятки лет. Так что, в общем-то, здесь выход есть, и будет ли политическая воля, мы увидим это в ближайшие, наверное, там, недели, месяці. Ну, в принципі, це виглядає як шикарна така пропозиція новому уряду, тим більше, що економіст в ранзі прем'єра,
І це тут є над чим працювати. І надіюсь, що тобі щось удасться. Я перепрошую наших глядачів за якість зв'язку. Ну, ви розумієте, як зараз із інтернетом і зі світлом. Тому трохи там нам зникає, може би, гальмує трохи зображення, трохи голос не такий чіткий. Я прошу, Андрій, трохи повільніше говорити, чіткіше, бо дійсно інтернет не ідеальний, але все чутно. В принципі, трохи підвисає лише. Я хочу продовжити зараз продовжити про персональні санкції. От там же есть всякие родственнички, племяннички, женушки, тетушки, мамочки, деточки. Значит, их там действительно ни один, ни два, ни три банкиры, их дети. Вот недавно сын одного банкира там выступал, там говорит, что он украинец и так далее, и так далее. Я не против, но если он считает себя украинцем, наверное, надо... Помнил о своих украинских корнях, на самом деле, да. да, Ну, вот... чтобы защитить все капитал наворованных папаши. Речь идет о чете Фридманов, насколько я понимаю. Ну, видимо, да, но это он британец, живет в Британии, я правильно понимаю? Я не знаю, британец он или нет, а это не имеет никакого значения. Эта семья, она долгие годы, да, проживает в Великобритании, но не надо забывать, что господин Фридман, хоть и родился он в Украине, да, все эти годы, вообще всю свою жизнь, и вот создавая там свои предприятия, и там, входя в Альфа-групп, может быть, зрители не знают, что Альфа-группа это является одной из таких столпов вот этого преступного фашистского режима Путина. Да, с 24 февраля во время начала активной фазы войны он через какое-то время выступил против ведения этой войны. Но, опять-таки, это все лукавство, на наш взгляд. Это, в общем-то, сделано было для того, чтобы защитить свои вот эти миллиардные активы, на которые пока наложены санкции, да еще не на все. Они пытаются разными средствами обойти эти санкции. Огромное количество денег Фридман уже потратил на этот день для того, чтобы пролоббировать исключение себя из санкций. К сожалению, большому ему помогают в этом и так называемые политические беженцы, которые с ним связаны все эти годы. К примеру, это там правая рука Навального, господин Ашурков, очень активно последние месяцы занимался именно лоббированием исключения из списка господина Фридмана и вообще представителей Альфа-групп. К счастью, ничего из этого не вышло. Ну и многие другие тоже, в общем-то, подвержены вот этому денежному паду, да, от Фридмана или других людей, которые находятся под санкциями уже, ну вот, и пытаются что-то выгадать и для себя, и для них, и вообще, собственно говоря, пытаться спасти вот эти наворованные миллиарды. Ты меня слышишь, Андрей? Нормально сейчас? Да, я все прекрасно слышу. Хорошо, продолжаем. Но смотри, и все-таки, вот из чего мы тут исходим? Из желания наказать вот этих людей, да? Он же не из, типа, не из военно-промышленного комплекса, он там не Ротенберг, там не Пригожин со своими этими Вагнерами. Вот у него есть деньги, да, он начал зарабатывать их еще при Ельцине, да? Потом перешел в эпоху Путина, да, это, конечно, это была коллаборация, ну, как бы невозможно быть супербогатым человеком и находиться независимо, существовать даже с частным предприятием, там, с любым в российской системе, как невозможно там быть независимым СМИ в этой системе, да. Но вот случилось то, что случилось. Нельзя ли им предложить вот этим людям какой-то механизм, ну не то что покупки индульгенции, за преступление индульгенции нету, да, но хотя бы вот не могут ли эти люди, вообще я как-то вижу, я ситуацию не понимаю немножко. Вот если ты искренне хочешь, действительно раскаиваешься, то есть раскаяние должно быть деятельное. Вот деятельное раскаяние это что, на твой взгляд? Вот это господин Фридман, ну условный, там же не один он такой. И, кстати, много людей, которых мы имен не знаем, они, может быть, там в сумме там 10 человек не менее богатые, чем Фридман там, и так далее. Вот они разорвали с Россией, не хотят, осуждают. I'm not Russian, там, I'm Ukrainian, I'm там from Siberia, там все дела. Вот. Но это слова, да. Деятельная поддержка это совсем другое. Вот деятельная поддержка как может быть? Вот он покупает, допустим, дивизию, там, не знаю, 100 танков, там, я не знаю, самолеты покупает для
значит, украинской армии. Что? Как-то может какой-то механизм предложить? Потому что изъятие и санкции, это все долго, они будут прятаться. А может быть, он добровольно отдаст? Они добровольно кто-то отдадут? Или это вообще нереально, по твоему опыту? Помогать будут? Ну, во-первых, в раскаянии, начнем с того, что в раскаянии это я не верю. То есть всю свою жизнь быть причастным к преступному режиму и сегодня взять перевернуться. Но это, наверное, легкий как бы способ выйти самому и вытащить свои семьи из-под этого груза санкций. Потому что если бы санкции не были наложены, а я хочу заметить, в общем-то, еще до 24 февраля много лет мы и наши коллеги занимались санкционными списками. И, в общем-то, протащить, скажем так, пролоббировать санкции было очень и очень сложно. В общем-то, практически невозможно. Только с 24 февраля очнулись европейские и американские политики и начали, в общем-то, по нашим предложениям, которые много лет мы предлагали, говорили, мы встречались много лет, именно лоббировали санкционные вещи, и вот по нашим предложениям начали быстро машина вот это закрутилась в первые месяцы активной фазы войны. Ну вот, насколько мне известно из средств массовой информации, Фридман предложил 1 миллиард долларов как такое откупное для Украины, чтобы с него были сняты все санкции с его семьи. Насколько мне известно, это предложение не было принято. В любом случае, это решает украинский народ и правительство Украины вместе с президентом. Здесь мне, наверное, советовать смысла никакого нету. Хотя я все-таки являюсь противником покупки индульгенции. Я рассматриваю это как индульгенцию. Потому что получается хорошо. Вот Фридман может позволить себе миллиард долларов значит, заплатить в восстановление или даже на покупку оружия. Хорошо, но другой пособник, не менее, скажем так, активный и деятельный, но не имеющий этих средств, то есть он должен будет отделаться там меньшей суммой. То есть, получается, мы будем вводить градацию по значит, тем активам, которые есть, да, и по количеству этих активов. Например, господин Тиньков, он был просто частью этой власти, он был членом Единой России. А как началась война, сразу же перевернулся, чтобы спасти его, включили в санкционный список Великобритании, и он начал тоже такую бурную деятельность, значит, что типа раньше это все было шутки, это все было не так, как это казалось, я против войны и пятое и десятое. Я против того, чтобы подобным лицам значит, заменялось санкционные вещи, вообще возмездие заменялось какой-то индульгенцией. Рассматривать индивидуально, наверное, можно эти вопросы, но опять-таки это решение за украинским народом. Никак не там мои желания или там наши возможности. Но я, например, если такой вопрос будет стоять публично, буду выступать против этих вещей. Эти люди для этих людей должно быть возмездие в разной совершенно форме. Мы сейчас не говорим, в каком качестве это все будет, потому что каждый совершал разные поступки, разные преступления, и ответственность перед украинским народом тоже у каждого из них разная. Поэтому, в общем-то, здесь можно обсуждать индивидуально, вот, ну и посмотреть просто, как эта тенденция может дальше пойти. Но ведь многие люди еще не находятся под санкциями, те, кто заслуживает этого, где являются пособниками. То есть у нас вот есть, как бы мы давно уже для себя эту красную линию отчеркнули. Это 24 сентября 2011 года, когда Путин был выдвинут на третий незаконный президентский срок партии «Единая Россия». Вот с того момента каждый, кто соприкасался с этой властью, каждый, кто за нее агитировал, каждый, кто получал финансирование этих кровавых денег от Путина, кто получал награды из его рук, они все заслуживают возмездия. И вот пока это возмездие, этот карающий меч возмездия не ляжет на плечи каждого этого пособника, говорить о какой-либо индульгенции или откупа невозможно. Многие из них на сегодня действительно перевернулись. Они просто в воздухе делают эти сальто-мортали. 10 лет они получают средства от режима, его пропагандируют, являются его лицами, а потом через какое-то, даже не 24 февраля, а там через какое-то еще время, там через месяц, через 2, через 3, через 5, есть случаи, когда только через 5 месяцев люди переворачиваются. Они сейчас такие, боясь именно санкций, боясь того, что их финансы
и их там жизни на Западе, а многие находятся на Западе сейчас, нужно сказать, да, и вот они боятся, что их это возмездие застанет, и им придется уехать обратно к своему любимому Путину. Ну вот, поэтому они скажут все, что угодно. Я не верю ни в какое раскаивание. Тем более мы говорим о взрослых людях, которые долгие годы имели четкую, последовательную позицию поддержки этого преступного режима. Ну вот тот же Михаил Фридман, он же одновременно как бы пытался сидеть на двух стульях, мы же помним. Я никогда этого не понимал, честно говоря, но вот он финансировал джазовый фестиваль во Львове, да, в его родном, там, что-то помогал Украине как-то, он оплачивал даже, по-моему, в часы президента Порошенко это было, вот этот украинский дом в Давосе, по-моему, там его реклама висела, Альфа-групп Украина, да, и в Украине у него свой как бы отдельный бизнес там от российского, хотя под Конечно. одним брендом, да. То есть человек, вот знаешь, это, ну, есть такая психология людей, ну, как-нибудь пропетляется, как-нибудь обойдется, я же вот вроде руки не в крови, вроде и там, а там как, ну, вот не вывезло, как бы не слушали никто прогнозов трезвых людей, что закончится все это тотальной войной, в которой уже будет Рубикон между добром и злом, кровью и так далее, вот, но они все, ну, такое бизнес-мышление, вот до конца они терпят и думают, что пропетляют, ну, они же гении все, понимаешь, супер умные, там, вот он мемориал там финансировать хотел и финансировал, Бабий Яр и так далее. Где сейчас все эти проекты, что такое и так далее. Вот. Тем не менее, он действительно имеет право на гражданство Украины по рождению. Например, да, это закон действует, и так же, как и его сын и так далее. То есть, но я даже не про это, а про то, что а если, допустим, вот просто конфискация это очень долгая история, да, и санкции вот эти, они в принципе не добавят денег на поддержку Украины, украинской армии. Возможно ли как-то какой-то механизм предложить, чтобы быстро, чтобы это была и компенсация, как бы и быстрая помощь, быстрые фонды какие-то, потому что законодательство тугое, оно же не рассчитано на войну, да, оно рассчитано на суды, там, юристы, вот это все. Вот есть ли какой-то такой разумный компромисс, потому что я хочу, чтобы сейчас деньги были у нашей армии, чтобы в нашей армии были прицелы, в нашей армии было, ну, то, да, это как бы возмездие, это прекрасно, и суд состоится, и будут адвокаты, и прокуроры, и трибунал, и так далее, но вот сейчас, здесь и сейчас, вот зима, вот проблемы, вот бюджет украинский, вот военный бюджет и так далее. Есть ли какой-то вот такой в отношении именно таких новориш, серьезных таких мешков денежных, какой-то вариант, на твой взгляд, приемлемый, который будет для Запада и для Украины? Ну, вариант, во-первых, обсуждается, он как бы есть, потому что, в общем-то, изменение законодательства входит в функции парламента. Парламент совершенно, в общем-то, в состоянии той или иной страны принять подобные вещи о конфискации. А уж суды какая, пожалуйста, опять-таки судебная система в мире работает, никто не вправе отказать тому же Фридману или тому же, я не знаю, там, любому другому, находящемуся под санкциями человеку, судиться. Пожалуйста. Ну, слушай-ка, а суды идут годами, да, потому что все-таки правосудие на Западе не такое, как в России. Просто в России телефонное право, да, и нет никакого независимого суда. Здесь же независимые суды, и, в принципе, опять-таки, решение, вот может быть, если парламент той или иной страны проводит закон о признании России страной-спонсором терроризма, соответственно, все граждане Российской Федерации, по большому счету, подлежат высылке из этих стран. И каждая страна вправе конфисковать нечестно нажитое имущество. А уж судиться, пожалуйста, вперед из песни. Каждый из этих людей будет судиться. Но вот я хочу просто на примере судов дать для наших зрителей просто сравнение. В 2014 году был сбит Боинг, в котором погибли огромное количество людей. Суд идет до сих пор. Поэтому пусть подают суды, пусть судятся с правительствами тех или иных стран, которые будут принимать решения о конфискации их имущества, и тогда, в общем-то, это не вопрос сегодняшнего дня. Сегодня можно и юридически, и технически отобрать эти средства у этих людей, которые на сегодняшний день находятся под санкциями, ну и включив, естественно, в этот санкционный список, расширив его достаточно большой пласт новых лиц, новых фигур, которые, в принципе, в общественной плоскости неизвестны. Очень много есть пособников, которые просто не находятся на виду, их никто фамилии не знает. Вот здесь, в Великобритании, мы знаем многих,
конечно же, не всех это возможно узнать, но просто и агентов, которые притворяются всю жизнь, значит, благонадежными, порядочными людьми. Ну вот. Но уж те, кого мы знаем, ну, хотелось бы их всех видеть, конечно, в санкционном списке, и чтобы их страна выслала в 24 часа отсюда. Их не нужно заключать под стражу. Пусть возмездием занимается фашистский режим Путина. У них, я думаю, тоже будет много претензий к подобным лицам, которые сейчас пытаются перевернуться или переворачиваются. Ну вот. Но что же касается сегодняшнего дня и финансирования, но на это должна быть политическая воля. Пока мы ее не видим вот в той степени, которой она необходима. Правительства западных стран вот на эту минуту не готовы перейти вот эту черту. Ну вот. Но чем больше дней происходит бомбежки мирных городов Украины, тем больше сторонников этого решения набирается. Поэтому в ближайшее время, я надеюсь, все-таки последуют какие-то ответные шаги. Просто я не очень понимаю, опять-таки, вот судя там тех политиков, которые пытаются сейчас разыграть мирную так называемую карту, да, чем они руководствуются. Я, конечно, понимаю, с одной стороны, то, что там эти страны и города на сегодняшний день не находятся под бомбами. Но мне кажется, понимание все-таки пришло к тому, что Украина сегодня сражается в этой войне, а это все-таки нужно называть вещи своими именами. Я сразу же еще с 24 февраля сказал, что это война, Третья мировая война. И мы видим прекрасно, как и российская пропаганда пытается это продвинуть в своих целях. Ну и мы видим действительно огромную помощь западных стран, жителей обычных западных стран, которые помогают Украине. И, в общем-то, понимание того, что Украина все-таки это плацдарм. Если Путин перешагнет это, то он не остановится и дальше будет терроризировать уже европейские страны, Европейского Союза. И бомбы упадут на западные города. Лондон, Париж, Берлин. Это все будет. Опять-таки, это если не остановить и не разбить фашистскую гадину сегодня, а это делает успешно украинская армия. И сегодня украинская армия, на мой взгляд, одна из самых боеспособных и лучших в мире. А вот эта хваленая вторая армия мира оказалась, как и, в общем-то, все в путинской России пшиком. Это армия ничтожеств, это армия убийц, подонков, негодяев, насильников. И, в общем-то, ни о какой второй, конечно, армии говорить невозможно. Это даже не 10-я армия мира. Вот. И политики, конечно, западных стран должны все-таки четко понимать, что необходимо задавить. Именно задавить вот этот фашистский спрут, который распространяется уже по всему миру. Вот. И вообще необходимо запечатать Россию для того, чтобы вот эта фашистская нечисть не проникала на Запад. Нужно ввести полное экономическое и политическое эмбарго. Да, это действительно, в общем-то, наверное, такой шаг, на который пока не готовы. Но чем, опять-таки, больше будут оттягивать принятие подобного решения, тем беднее будут становиться западные страны, и тем больше украинцев, мирных украинцев, женщин, детей, стариков убьет Путин своими бомбами. Ну, я в Киеве прекрасно вижу, и эти бомбы падают, в общем-то, рядом со мной, да, то есть, поэтому здесь ничего, в общем-то, эти эмоции, наверное, объяснить западным политикам очень сложно. Хотя вот я общаюсь там с обычными гражданами Великобритании, ну вот, рассказывая им то, что происходит в Киеве, в Украине, и у них понимание как раз есть. Ну вот, но посмотрим, что скажут западные политики. Смотри, вот Франк-Вальтер федеральный президент Германии, немножко посидел в бомбоубежище, значит, посмотрел на разрушенный бомбой дом, где погибла семья с беременной женщиной, да, посидел, побывал
в Кативле, ну, в Кативне, в смысле, ну, в пыточной, да, где пытали, и люди рассказывали, то есть блестяще составлена была программа именно для немецкого президента, да, чтобы восстановить в памяти то, что, чем занимались их предки в период прошлого рейха, да, и, наверное, все-таки будет доходить постепенно и через такие вот вещи, и через то, что украинцы рассказывают, показывают и так далее, но вот Западу, но вот правильно, вот просто подходит ситуация к такой логике, даже не только из-за бомбежек украинских городов, убийств массовых и все больших фактов, большего количества фактов геноцидных, а то, что еще действительно, почему на Западе казна западных стран, Эстонии, там, Латвии, Литвы, Польши, Британии, Америки, Франции, Германии, Италии, всех почти, ну, 51 стран, одна страна Рамштайна, плюс там экономический Рамштайн, значит, вот просит Зеленский об этом, да, чтобы спасти украинскую экономику, финансирование бюджета идет за счет западных партнеров, потому что Украина за них воюет, все понятно, все логично, честно и так далее, но не тысячи, не сотни тысяч, а миллионы россиян, самых богатых россиян, их детей и так далее, находятся на Западе, и они, то есть страдает налогоплательщик Британии, там, в данном случае, там, в другом случае Германии, а русский, который всю жизнь там жил, но сейчас вот убежал, когда понял, что, так сказать, за 3 дня Киев за 3 года не будет и ничего не будет, да, они как бы живут нормально, с них никто налогов этих не берет. Может быть, вот эта ситуация, эта несправедливость, диспропорция и спрос на такие вот решения со стороны избирателей, налогоплательщиков сподвигнет все-таки к каким-то системным мерам о компенсации, о том, что они должны начать выплачивать репарации уже сейчас. Вот эти люди, по крайней мере, которые попадут в эти списки, чтобы они пополняли бюджет Украины, а не только Великобритания, которая из-за этого, понятно, что страдает, и все другие страны. Сработает вот этот вот, в том числе и экономический интерес такой несправедливости в том, что они как бы лучше всех русские устроились. Уехали после 24 февраля, вообще ничего. Дома целы, все целы, деньги есть, большинство не под санкциями. Классно вообще. И как бы никто ничем не виноват. Ну, я больше скажу, вот с момента мобилизации, с 21 чего там, сентября, да, убежало сейчас из страны 1 300 000 по подсчетам, 300 тысяч. Уже Поэтому даже 1 эти 300 люди, 000. Ничего себе. И это да, не самые бедные люди Рейха, да? Вот, не самые бедные, да. естественно, не самые бедные, понятное дело. Вот, но мы разве видим, значит, выступления этих людей в разных странах, да, вот они по всему миру сейчас как тараканы разбежались. Значит, их устраивало все. Их устраивало 24 число, их устраивало после 24 числа. Они не хотели видеть, не хотели слышать, что происходит в Украине. Они занимались своей собственной жизнью. Ну, может быть, это неправильно таким образом, конечно, представлять, но если бы они не побежали, тогда бы, может быть, и не говорили мы. Но ведь они побежали не от того, что война идет в Украине и убивают в Украине мирных жителей. Они убежали, потому что испугались, что их заберут вот в эту фашистскую армию. Но они палец о палец не ударяли все эти годы для того, чтобы как-то поменять или повлиять на режим. Да, они ссылаются на то, что там действительно в России зачищена политическая площадка. Действительно, за любое выступление тебе уже тюремный срок. Ну хорошо, вы сейчас находитесь в свободных странах. Я что-то не вижу вот этих многочисленных, многотысячных митингов, когда у людей есть возможность открыто заявлять свою позицию. Ну Нет, вот они опять хотят... иранцы вышли в Берлине. Ты видел, какой митинг иранских Да, граждан? конечно. Там реально много политбеженцев. Там действительно была настоящая революция, которая была подавлена еще в 2009 году. Сейчас события страшные. Там страшный, действительно кровавый для внутренних, для своих граждан режим. Такой кровавости в отношении россиян путинский режим не использовал никогда. Да? Они спокойно собрали чемоданы, взяли билеты, уехали. И прекрасно, все хорошо. Но я же даже говорю не про протесты, Андрей. Но любая поддержка должна быть действенной, любое раскаяние должно быть действенной. Тут я не вижу ни раскаяния, ни действия. Они собирают там, Борис Гремячаков собирает деньги на свой новый альбом. Привет, чувак, твой альбом, что ли, воюет с русским рейхом? Ну, надо, я могу поправить тебя, насколько мне известно, Борис Гремячаков собирает деньги и украинцам. А там отдельно идут как бы финансирования. Он это тоже делает, в отличие от многих других. Я не хочу быть адвокатом Бориса Гребенщикова, но, чтобы по справедливости, он и собирает в том числе деньги и для Украины.
здесь опять-таки, наверное, какой-то баланс соблюден, как он считает это нужным. Но просто многие, действительно, не многие, а большинство, подавляющее большинство знать не хотят, не видят вот этой проблемы и спасают свои собственные шкуры, свои задницы и свои капиталы. Вот, поэтому я считаю, вот это в основном люди, вот эта пена, которая уехала, они действительно за последние 10 лет, большинство из них вообще не выходило ни на какие митинги, даже когда это еще было возможно. Они чихать хотели. Мы вне политики, они так и продолжают говорить вне политики. Крым для них аннексированная территория, они не считают это, считают ее Россией. А сейчас вот мы видим даже все эти видео, из них выжимают, да, вот они боятся произнести, что Крым это Украина. Они даже, находясь в свободных странах, за пределами фашистской России, они и этого боятся произнести. Они дрожат, как листья. И, А почему, Андрей, почему? ну, как бы сказать мягко, чтобы не ругаться матом в эфире, да, это просто, это на самом деле, я считаю, что это шлак, который, в общем-то, да, он находится под пропагандой, но простите, ребята, как бы голова у всех на плечах. Многие из уехавших, большинство из уехавших сейчас, это все-таки образованные люди, это люди, получившие специальность, это люди, которые, в общем-то, так называемый, наверное, все-таки средний класс, который, ну, более-менее стоял на ногах. Но они всю жизнь жили и живут по принципу «моя хата с краю». Они знают только себя. И вот когда приходили за их соседом, это была не его война, да, когда Ну, приходили там за кем-то понятно. Ну, с Хаматова, работы, смотри, вот Чулпан Хаматова, доверенное лицо Путина. Вот на тех самых выборах, по-моему, о она не которых была ты доверенным говорил. лицом Ну, а Путина. кем она была? Она первая, одна из первых агитировала за него на третий незаконный Ну, срок. С вот я нее про как это и раз говорю. все Да. началось. Она является лицом этой фашистской власти, которая сейчас прячет, перевернувшись 20 марта, между прочим, не 24 февраля. Она как раз смотрела, вот Как смогут ли быстро за 30 возьмут Киев, да? Сколько, да, как да, быстро да, Киев да, да, возьмут? да, да. А когда стало понимание, что, в общем-то, как бы все, ей пришлось через месяц, значит, перевернуться и пытаться свое место, пятую точку, значит, на Западе. Вот она, насколько мне известно, у нее вид на жительство, временное вид на жительство в Латвии. И вот сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы латвийское правительство отказало ей в продлении и выслало эту, в общем-то, путинскую гадину, которая действительно является и все годы являлась лицом этой фашистской власти. Она получила за все эти годы огромное количество бюджетных средств за вот тот пресловутый ролик, да, «Голосуй за Путина». Поэтому, в общем-то, как раз вот такие, как Хаматова, являются главными пособниками, которые представляют себя такими святыми святошами и рассказывают, что они вне политики и вообще вот, значит, делают это все для того, чтобы там заниматься своими, ну, пусть и благотворительными делами. Да, она многим детям помогла. Здесь тоже не нужно от нее как бы Ну убирать слушай, какие-то помнишь это иллюзии. вот утром Путин без затей скушал 4 детей. Конечно. 5-го Да, а Киева пятого спасла помятого Чулпан. спасла Чулпан Хаматова. Ну, не зря народная молва такие вещи складывает, естественно. Мы видим прекрасно, что пытаются, ну, во-первых, пытаются ее протащить и так называемые политические беженцы, которые сейчас на Западе, они, значит, вот это там сообщество Подожди, а приспособленцев. как она пострадала от Путина? Сколько денег он у нее отнял? Сколько домов отнял у нее? Это Сколько... неизвестно, потому что ничего у нее не было отнято, никаких. Да, она просто лишилась государственного финансирования, которое все эти годы Ах, вот жила оно на нем, что, да. да, понятно. Поэтому, ну, если вот с этой точки зрения рассматривать, ну, так это была плата за ее, значит, пособничество этой преступной власти. И она не замечала не то, что Крым был аннексирован, более того, она нарушила законы Украины и была в аннексированном Крыму. И почему-то до сих пор я не понимаю, почему уголовное дело в Украине возбуждено против этой одной из главных пособниц.
этого режима, этого Смотри, лица режима. Андрей, ну интересный вопрос. Поставим его нашим властям, спросим. Не знаю, может быть, ну, не знаю, нет версии. Но смотри, почему я про нее вспомнил? Просто потому, что именно она вот изображала из себя идиотку в таком древнегреческом смысле этого слова. Ой, вне политики, пропаганду я не смотрела, значит, ничего никуда не ходила, что там происходило на самом деле я не знала, ну, то есть была занята Да, она творчеством. бегала только в Кремль за наградами Да и я же получала говорю, да, государственное ну, да. финансирование. Понятно, но я даже не только про нее. Она как символ такой, знаешь, закати глазки кверху и такая Мгм. невинная овечка и так далее. Вот, Актрисулька. да. А есть еще такие серьезные актеры, посерьезнее, серьезных жанров. Вот, например, Алла Борисовна Пугачева. Например, Максим ее Галкин, да, который тоже был в оккупированном Крыму. Правда, он сказал, что это была ошибкой уже, то есть у него там мозгов-то побольше, я так полагаю, действительно побольше, да, физически. Вот, тем не менее, до сих пор, значит, ни Пугачева, ни Галкин слово Украина, ну, Галкин, не знаю, Пугачева слово Украина так не произнесла. Они встретились где-то на концерте в Израиле, там, кстати говоря, прячется и что-то делает и жена Пескова, главного рта путинского, да, живет там, наверное. Она же была вроде в Париже, насколько мне известно, у Ну нее вот в гражданство. Израиле ее видели, я тоже, да, вот это Татьяна Навка, ну, вот, Да, это новая жена, да, фигуристка, понятно. да. Значит, и что еще, значит, по Пугачеву и Галкину? Я помню вот эти наивные крики украинских журналистов, аналитиков, есть у нас такое, вот, пугачевский бунт, это с этого начнется развал России. Бессмысленный и беспощадный. Бессмысленный, беспощадный. В итоге они, значит, с Земфирой там встретились в этом Тель-Авиве или где-то в каком-то другом израильском городе на концерте, и где они говорят, мы певицы нашей страны, про Украину вообще ни слова, мы хотим, чтобы наша страна прекратила эту войну. Наша страна эту войну Да, там прекратила, что-то да? про мальчиков, мальчиков жалко, что-то было Да, такое еще, мальчиков где-то наших такое. жалко, да. Ну, Мгм. понятно, да, всю их Этих риторику. подонков, негодяев и убийц, и Да, да, насильников. да, Вот да. им жалко их, да. Да, ну вот Мгм. давай так пройдемся по персоналям. Вот эти надежды, которые, ну и что, Пугачева, грубо говоря, вернулась в Москву, забрала вещи, которые хотела, и снова оттуда уехала, махнула ручкой. А где бунт-то? А почему это не повлияло никак на политическую ситуацию? Я говорю, чуть не свержение режима. Пугачева, символ, переживший Брежнева, там чуть не Хрущева. Вот, и вот, значит, народ должен, это трещина на рейхе и так далее. В реальности есть какая-то трещина от нее или это все трескотня обычная? Ну, честно говоря, по моей информации, в общем-то, от моих источников, в общем, Пугачева, кроме всех этих вещей, она провела в Москве ряд встреч с представителями, скажем так, ельцинской семьи, да, и бизнесом ельцинской семьи. Ну вот, и они, в общем-то, ну, насколько мне известно, вели свои разговоры в ключе, что необходимо действительно что-то сделать, и в принципе, это может быть одной частичкой, скажем так, там, вложений для так называемого раскола элит в России. Потому что, конечно же, большинство и окружения Путина, и те, кто не в окружении находится, но находится там в бизнесе в России, ну, прекрасно понимают, что Путин ведет, в общем-то, страну к развалу, к гражданской войне, которая в любом случае теперь уже состоится, значит, после победы Украины. И они как-то пытаются выкружить, я бы назвал вот этим словом, свое будущее. Они готовы, вот то, о чем мы говорили по поводу разных там платежей и индульгенций, на меня в том числе и на моих коллег выходит разного уровня там, бизнеса или там около политических кругов, которые пытаются, которые еще не находятся в санкциях, которые пытаются себя, скажем так, обезопасить, предложить какие-то условия. Ну, во-первых, принимаю решение не я, да, я не знаю, почему мне такие вещи предлагают. Вот. Я, если бы моя воля была, я бы в свой список уж внес бы достаточно количество всех пособников, и списки такие мы готовим, и они у нас там измеряются тысячами уже, тех, кого мы можем покрыть. И, в общем-то, я бы, конечно, не рассматривал никакие вот эти предложения и просто бы включил в санкционные списки, в 24 часа действительно из-за границы выслал бы каждого нахрен отсюда. Вот. Но понимание как бы у них
появляется, и они пытаются для себя как раз будущее обезопасить, поэтому, в общем-то, есть определенные предложения. И вот, значит, вот этот бизнес ельцинский встречался с Пугачевым, потому что вот она на Западе, и, я так понимаю, ей просто прогарантировали возможность заезда и выезда из страны, и в общем-то, она была предупреждена, что если она будет делать политические заявления, то они не посмотрят, что она Пугачева, имеется в виду власть, да, и ее, в общем-то, арестуют. Поэтому, в общем-то, может быть, она и не политик, да, ну и, в общем-то, поэтому она не делает таких громких заявлений. Ну вот. Но все-таки она позицию свою четко обозначила. Здесь я с тобой, наверное, не соглашусь, что она там, может быть, и называет Украину Украиной, но позицию она все-таки обозначила свою. Ну вот, и, в принципе, Максим, насколько мне известно, я вот у меня не было возможности пойти на его концерт в Лондоне, вот, я не находился, я находился в Киеве, ну вот, но, насколько я понимаю, на своих концертах он достаточно резко высказывается о режиме Путина, да, в сатирической, естественно, манере, ну вот, и, в принципе, ну, позиции он один из первых, надо сказать, который публично заявил, уехав из страны и потеряв достаточно много средств из-за этой позиции. И здесь я, наверное, может быть, не разделю твое Нет, видение. смотри, я про него слышал, я про то, что хочу вот про что сказать, что вот если поставить, грубо говоря, себя на место Путина, становится немножко вот на них посмотреть, ну как бы он крестный отец мафии, да, и они скормились с руки с его фактически всю жизнь, с руки его Да. элит, все эти Барвихи, все эти рублевские концерты, все это, все дорого-богато, все эти Газпромы, корпоративы, да, и вдруг они укусили или плюнули в руку, которая кормила их там 20 лет, да, они помалкивали и уехали. Ну окей, уехали и уехали. Вот это опять же говорит о том, что русский рейх самая позорная рабская система, поскольку рабство там добровольное. Они спокойно взяли и уехали. Они могли это сделать 20 лет назад, 15, 5 месяцев назад, год назад. Все устраивало, Да, это же большие суммы, большие деньги действительно да. получали они со всего этого, кормясь от режима. Им позволяли делать эти концерты, их приглашали, их платили безумные гонорары, да, все это было. Но, в принципе, мне позиция Максима Галкина импонирует, потому что он действительно много потерял, и ну, это надо иметь определенное мужество, чтобы вопреки вот этой всей своей творческой, скажем так, интеллигенции, нельзя, конечно, назвать интеллигенцией никакой, но вот, он ну, один из первых, который сделал подобный шаг. Его сразу же там предали анафеме, ну, вот, бывшие друзья, бывшие коллеги по цеху, ну, естественно, те, кто находится во власти. Вот. Если бы у нас было в стране больше таких Максимов Галкиных с именем, да, и с деньгами, то, может быть, и не было вот этого путинского режима. Он уже давно был бы Ну, смотри, опять же, свергнут и был да. судим, все эти люди. Я понял, Но, но проблема в том, что они молчали, Андрей. Они молчали, да пока петух не клюнул. Давай про них бог да, с ними, с но артистами. это позиция человеческая, общая, это, в общем-то, такой позиции придерживается подавляющее большинство россиян. И вот эти вот сейчас вот эти побегушки, значит, от мобилизации, ну, окей, как бы, ребята, проблема в том, что на Западе жизнь не сладкая. Я по себе знаю прекрасно, когда 15 лет назад уезжал из страны, ну, бежал, в общем-то, да, не уезжал. У меня не было возможности там раздумывать, поеду, захочу поехать, не поеду. Нет, у меня просто другой возможности не было. Я убежал из страны, получил политическое убежище в Великобритании, и жизнь совершенно не сладкая все эти 15 лет. Поэтому, в общем-то, я не очень понимаю, чем будут заниматься вот эти сотни тысяч бежавших от мобилизации, и они на Западе здесь совершенно не нужны. Потом Ну, смотри, легализоваться Андрей, ну бог с невозможно. ними. Давай, у нас не так много времени остается, где-то минут 6-7. Значит, я хочу поговорить о двух персонажах. Просто это медийные, известные медийные персоны, которых в мире по-разному обсуждают, там и в Украине в том числе. И очень важно, чтобы и твое мнение о них тоже услышали. Вот, ну, пожалуйста, насколько сейчас страшный скандал. Значит, ну как страшный скандал? Это бура
буря в граненом стакане русской эмиграции, а их голос все тише и тише и тише, но они-то себя помнят большими, они себя помнят такими большими артистами. Сейчас, правда, приходится выступать в свинарниках, как бы, грубо говоря, где-то там, да, на задворках, вот, а раньше они были в Большом театре все там, да, вот. И вот эти большие люди, как вот штабы Навального, там, вот эти, которые профукали всю оппозиционную деятельность, да, и убежали, а Навальный сел. И, допустим, господин Венедиктов, редактор свободного газпромовского личного путинского радио, имитировавшего свободу слова все эти годы. И вот между ними, между жабой и гадюкой случился развод. Вот. Раньше все было нормально, как бы и в хвост и в гриву, и в десны. А теперь, значит, штабы Навального, находящиеся в Вильнюсе, насколько я понимаю, включают в какой-то список. Да ну какие штабы Навального? Нет никаких штабов Навального. Есть верхушка, значит, окружения Навального, которая села на разные бюджеты и делами никакими заниматься не собирается. Значит, они вот пережидают эту позицию, да, но потом все-таки, если брать навальнистов, мы прекрасно видели и знаем, вот, чем они занимались в последние там годы, и поэтому, в общем-то, я думаю, что здесь необходимо вспомнить и знаменитое высказывание, что Крым не бутерброд, как бы, да, и вообще у них не была никогда позиция, значит, там не то, что проукраинская, она, может быть, и не должна была быть, но, во всяком случае, всегда вот эта имперская политика, имперские высказывания у них всегда Ну и проскакивали, потом, поэтому они не Андрей, стали... принципов не было. Они подстраивались, какое-то умное Да, голосование, предлагали голосовать за каких-то коммунистов, ну, сталинистов. подожди, вот это, вот что касается умного голосования, это вообще, я считаю, что это просто преступление было перед настоящей оппозицией. Они также виновны во всем происходящем в стране. Вот это умное голосование, я сразу назвал еще тогда, когда оно впервые возникло, преступным голосованием. Это они виновны в том, что сегодня у нас нет политической площадки в стране, она зачищена, и они призывали голосовать за вот эту всю блевотину, которая сейчас находится в Государственной Думе. Да, они выступали исключительно против Единой России, но вся остальная путинская свора, а вот они за нее предлагали голосовать, и они виновны в тех законах, которые принимают с их подачи их проведенные, так сказать, депутаты, кого они там поддержали от других партий. Так что они виновники этой войны не меньше, чем путинские преступники. Ну и вот про свободную журналистику. Они в чем-то обвиняют Венедиктова, насколько они правы в этом обвинении. Венедиктов же спокойно челночит по маршруту Вашингтон, Тель-Авив, Берлин, Лондон, Латвия, Литва, Эстония, опять Москва, Петербург. То есть вот какую-то он роль исполняет, при этом он говорит, что Безусловно. геноцида нет никакого. И вот на него, как вот справедливо или несправедливо, хотят в какой-то его список занести там путинских агитаторов, и что вообще это такое. Это не очень интересно, прям вот не влияет на нашу войну, конечно же, да, в Украине. Вот. Но с другой стороны, просто нужно расставить точки над «и» в отношении этих персон, потому что многие доверяют или там не доверяют. Вот твое мнение личное про историю с медиа, с журналистами, с Венедиктом, с «Эхом Москвы» и так Да. далее. Я поддерживаю, это, наверное, единственное, просто единственное за все годы я поддерживаю там Навального и его людей, потому что все остальное, на мой взгляд, было, ну, как минимум ошибка, а вообще-то преступлениями, чем В они чем они его занимались. обвиняют и что Значит, они исключение хотят ему вменить? Скажи мне, вот что конкретно? Я же не следил за этим внимательно. насколько мне известно, его обвиняют в фальсификации выборов посредством того, что Венедиктов входил и продвигал вот это электронное голосование, которое по факту оказалось просто пшиком и просто переписаны были голоса. Люди электронно голосовали по одному, машина итоговая выдала совершенно другое, и за счет вот этих вот махинаций на выборах, так называемых выборах, в общем-то, те там люди, которые, ну, во всяком случае, заявляли о своей политической позиции, которая была не такая, как у правительства, эти люди не прошли. Поэтому, в общем-то, его обвиняют вот изначально в этом. Ну, а вообще-то «Эхо Москвы» это была пропагандистская структура, которая действительно долгие годы втирала россиянам элемент якобы независимого средства массовой информации. Венедиктов, безусловно, пособник этого режима, тоже один из главных, как и Хаматова, как и многие другие. Он своей деятельностью просто пытался, ну, не знаю, опять-таки, обелить и этот режим преступный, и там выкружить для себя определенные
функции. Но я уж не говорю про его личные дружбу и знакомства с подонками и негодяями, такими как Симонян, Пескова и все остальные. Это действительно военные преступники, и он совершенно не чурается этого ни знакомства, ни этой дружбы. Всякие там Канделаки, Захаровы, Пинчушки и все остальное. Это вся вот эта вот тусовка, значит, богемная тусовка преступного путинского режима. Поэтому, конечно же, Венедиктов должен быть под санкциями, конечно же, для него должно быть свое возмездие, и оно обязательно будет рано или поздно. И подобные люди просто, ну, их нужно вычеркивать из влияния на общественную и политическую жизнь. В дальнейшем они должны быть изолированы от, значит, и работы, и действия новой власти, потому что это люди также являются преступниками. Поэтому здесь я поддерживаю команду Алексея Навального и считаю, что молодцы они, то, что внесли значит, предложение о включении Венедиктова в санкционный список. Ну, а то, что мы видим, его сразу же тусовочка такая политическая начинает выгораживать, это и Каспаров, и Ходорковский. Ну, это пусть останется на их совести, и нашим, и вашим, и споем, и спляшем. Поэтому, в общем-то, здесь у меня отношение определено давно уже к этим людям. Я их всех прекрасно лично знаю. И, конечно же, это не те люди, с которыми я бы мог пойти в разведку, как это говорится. Поэтому здесь уже, ну, как бы, опять-таки, пусть это останется на их совести. Ну, вот. А Венедиктов, вот ты сказал, что он там рассекает по разным странам. А что-то я его в Киеве-то не видел. Да, Вот. как-то ні разу за эти 8 Я на місяців. этом хочу, кстати, зауважити і закінчити нашу програму. На тому просто час сплив уже нашої бесіди з Андрієм Сидельниковим. Зауважити, що жодна людина, крім Андрія Сидельникова, не завітала. Не те, що там не переїхала до Києва, не завітала навіть у воюючу Україну. Це без коментарів я залишу. Это люди трусы. Это люди трусы. Вот те, кто сейчас и говорит, что они оппозиция, да, и оппозиция Путина, и российская оппозиция, ну, опять-таки повторю, только Илья Пономарев, российский политик и общественный деятель, и я нахожусь в Украине. А остальные просто трусы. Ну, це факт. Це просто факт, який нехай оцінюють наші глядачі. Я дуже вдячний Андрію за те, що знайшов час. Слава Україні, слава Збройним силам України. Героям слава. Російський рейх буде зруйновано, це я вам точно кажу. Дивіться АТР далі. Дякую вам за підтримку.